Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые и позитивные новости на этот предстоящий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, Полина Долинская, и мы желаем вам доброго и бодрого утра. Вот о чем мы сегодня вам расскажем. С 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила получения водительского удостоверения. Разбираемся, какие нововведения ждут водителей в этом году. Сегодня мы начинаем совместный проект со смарт-библиотекой города Якутска по финансовой грамотности для детей «Финансики». Каждую неделю в нашей рубрике «Простым языком о деньгах, истории происхождения рубля, семейном бюджете и финансовых целях». А в конце передачи поговорим с психологом Аленой Шкулепо и узнаем, как научить ребенка финансовой грамотности. Сегодня в рубрике «История вещей» сотрудники Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии расскажут об уникальной коллекции, связанной с бытом русской деревни конца XIX века. А 92-летняя художница из Тбилиси создает уникальные полотна из бисера. Нелли Бирайя в 62 года открыла в себе особый талант. Она создает портреты из бисера и других камней. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и всегда рады обратной связи. Связаться с нами можно по номеру 8 914 273 44 88, а также через телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь и узнавайте последние и актуальные новости. А прямо сейчас информация о погоде. По данным якутского ГИС-метео, в центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила 47,52 градуса со знаком минус. В заречной группе 46,52, ниже 0. В южных в это утро минус 36, в Алдане, в Нерюнгри минус 38. В Вилюйской группе 36,47, в Нижнеленских 42,48, в западных 32,43 мороза. В Колыма-Индигирской группе Улусов минус 28 в это утро, в Черском минус 45 градусов на Белой горе. В Янских минус 44, минус 50, на северо-западе минус 33, минус 47 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 47 градусов мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают день без существенных осадков. Туман. Ветер северный подует со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 42-44 градуса со знаком минус. На календаре 30 января, и в этот день, в 1931 году, в Нью-Йорке в Бродвейском кинотеатре «Лос-Анджелес» состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города». Славу Чаплину принесло немое кино, и хотя звук в фильмах появился уже в 1927 году, универсальный мастер кинематографа, актер, сценарист, композитор и режиссер оставался верным старой кинотехнике еще целое десятилетие. Какие другие исторические события произошли сегодня, 30 января, мы узнаем в нашей традиционной рубрике. На календаре 30 января. Сегодня отмечают Международный день таможенника. По народному календарю Ермилов день. Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. А по народным приметам туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель. Этот день в истории. В 1500 году в этот день европейцы впервые ступили на землю Бразилии. В 1525 году 30 января вышел первый печатный вариант карты Руси. В 1788 году был основан Сидней. В этот же день отмечают День Австралии. В 1905 году 30 января в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз весом 3106 карат. В 1924 году Петроград был переименован в Ленинград. В 1956 году в этот день открылись 7-е зимние Олимпийские игры в Кортино-д'Ампеццо, Италия. В этот день родились
Анна Монс, фаворитка Петра I, Александр Витберг, русский художник, архитектор шведского происхождения, Николаю Чаушеску, румынский государственный деятель, политик, первый президент Румынии, Акио Морита, японский предприниматель, изобретатель, основатель компании Sony. В этот день также родились Анджела Дэвис, американская правозащитница, педагог, писательница, Андрей Руденский, советский российский актер театра и кино. Именины сегодня у Савелия, Антона, Ивана, Павла, Виктора, Георгия и Антонины. Сегодня состоится январское совещание работников образования 2023 года и торжественное открытие Года педагога и наставника. Более подробно о предстоящих планах министерства, о реализации кадровой политики в образовательных организациях мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Ирина Павловна Любимова, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. В этом году Республика Саха-Якутия торжественно начинает год педагога и наставника. Расскажите, какие мероприятия планируется проводить министерством? В этом году президент нашей страны Владимир Владимирович Путин своим указом обозначил этот год педагога и наставника. Ну и в нашей республике тоже создан комитет. Мы свой план работы уже такой сверстали, большой план. Получили план тоже российского уровня, и очень много мероприятий планируется. Это, во-первых, профессиональные конкурсы для всех педагогов. Мы хотим, чтобы все профессиональные конкурсы проходили с наставниками. В этом году особенность. И много фестивалей, конференций будет. Также будем в рамках года отмечать 200-летие Константина Дмитриевича Ушинского, нашего педагога. И посвященная ему тоже будет научно-практическая конференция. И думаю, что в республике, в каждом муниципальном образовании свои отдельные планы будут. Значит, в рамках года будут принимать участие не только организаторами, будут выступать не только Министерство образования и науки, но и другие министерства. Министерство здравоохранения, Министерство спорта желает принять участие, Министерство культуры с нами будет. Думаю, что на местах по, обеспечению жильем работников образования тоже будут главы муниципальных образований свои планы тоже будут реализовывать. Как проводится кадровая политика в образовательных учреждениях республики? Обеспеченностью учителями в школах, социальные меры поддержки, может быть, повышение статуса учителя на местах? Это самая главная цель года, чтобы повысить статус учителя. Еще раз сегодня отмечают, что профессия учителя, она очень сегодня самая такая важная для страны. Мы и воспитываем, и обучаем, и обеспечиваем кадрами нашу страну. Поэтому в этой связи мы должны готовить наших учителей самого школьного возраста. Поэтому мы еще года 4, лет 5 назад мы открывали педагогические классы в разных районах на базе педагогических колледжей. Ну и со школьной скамьи мы пропагандируем эту профессию учителя. И, конечно, должны готовить учителей не только на базе 3 колледжей педагогических, но и на базе сегодня готовится педагогического института. Ну а поддержка учителей, стимулирование их деятельности ведется у нас систематически давно. Ведомственное стимулирование, нагрудные знаки, знаки отличия всегда у нас есть. Поэтому мы всегда повышаем квалификацию наших учителей, обучаем их. В этом году глава Якутии учредил премию в 100 тысяч для лучших наставников республики в каждом районе. Каких результатов Якутия должна достигнуть за этот год? Отмечая в этом году, мы, открывая год, Александр Сергеевич инициировал, еще когда у нас съезд был в октябре месяце, что встречая год педагога, он сам лично инициировал учреждение таких грантов по 100 тысяч учителям, наставникам.
Это будет конкурсы на муниципальных уровнях. Каждое муниципальное образование примет участие, и голосование будет через социальные сети. То есть здесь будут принимать участие все жители муниципального образования. Это, возможно, может быть и воспитатели дошкольных образовательных учреждений, это и учителя могут быть, или преподаватели средних профессиональных образовательных организаций. Вы в свое время тоже были учителем биологии. Скучаете ли вы по своей учебной практике, по урокам, по ученикам? Да, но, к сожалению, я учителем работала очень коротко. Когда еще работала у себя на родине учителем, где-то лет 10, наверное, работала. Скучаю по детям особенно. Но думаю, что самый главный результат учителя – это в учениках на самом деле. И я очень горжусь тем, что у меня очень много сегодня работников медицинской сферы, очень много врачей, медиков. Я думаю, это мой самый главный результат как учителя биологии. Ну и сегодня состоится торжественное открытие года педагога и наставника. Ваши пожелания коллегам, учителям и, может быть, даже будущим студентам, которые хотят свою жизнь связать с этой профессией? Да, наверное, начну со школьников. Когда человек решает свою профессию в будущем, это связано со школьной жизнью. Вот. Поэтому те школьники, которые желают стать учителем, студенты, которые сегодня готовятся, мои коллеги, молодые учителя, наставники, которые сегодня с нами рядом все работают. Я желаю, чтобы в этом году все их творческие идеи были реализованы, чтобы они активно принимали участие в различных многочисленных мероприятиях этого года. И самое главное, чтобы профессия учителя была оценена, чтобы престиж учителя в нашем обществе, конечно, повысился у нас. Ирина Павловна, мы тоже вас поздравляем с такой замечательной датой, с таким замечательным годом. Ну и, конечно же, спасибо вам за то, что в это утро вы пришли на такой радостной ноте, помогли нам начать этот день. Большое спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Вы смотрите новости. Доброе утро. Власти поручили ускорить строительство домов в микрорайоне Звездный Якутска. Первые 5 домов должны быть сданы до конца первого квартала этого года. Один из секторов квартала предназначен преимущественно под программу переселения из аварийного и ветхого жилья. В квартале предусмотрено и коммерческое жилье. В одном из секторов идет строительство 10 домов, проводятся свайные работы. Для приобретения жилья в новом микрорайоне якутяне смогут воспользоваться льготными кредитами по программам «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека», «Семейная ипотека». 61 двор благоустроят в Якутии по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». По сообщению Управления архитектуры и градостроительства, проекты благоустройства дворов, разработанные в Якутии, учитывают региональные климатические особенности и подчеркивают идентичность территорий. Такие муниципальные образования являются более подготовленными к реализации проектов и, конечно же, вышли в приоритет. Так, в Якутске благоустроят 21 дворовую территорию, включающую в себя 38 адресов многоквартирных жилых домов. Остальные 40 объектов находятся в 26 муниципальных образованиях. На реализацию программы предусмотрено 429 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2022 году Якутия получила в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» 846 миллионов рублей. В 37 городах и селах республики благоустроили 124 двора и мини-парка, из которых 75 находятся в столице региона. В Якутск вернулась сборная республики, которая впервые приняла участие в единых играх специальной Олимпиады России для людей с интеллектуальными нарушениями. Они прошли в Казани с 21 по 27 января. В состав сборной команды вошли 15 детей из специальных коррекционных школ Якутска, Амгинского и Мегино-Кангаласского УСов. Ребята успешно выступили по 4 видам спорта – футзал, настольный теннис, бадминтон и легкая атлетика. И принесли своей республике 8 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовых медали и 3 победных кубка. Всего в соревновании приняли участие более 2000 участников из 60 регионов по 18 зимним и летним видам спорта. У нас целых 23 медали наша республика завоевала на этих играх. Но
по сравнению с некоторыми регионами, которые остались абсолютно без медалей. Я считаю, это очень хороший результат, и мы очень рады. В Якутске продолжается чемпионат города по мини-футболу среди команд высшей лиги. Сегодня команды проводят матчи последнего тура регулярной части соревнований. По итогам 9 игр круговой системы таблицу возглавляет команда «Арктика-Якутия», набравшая 24 очка. Следом идет «Ирбис», в активе которого 22 пункта. Тройку лидеров с 19 баллами замыкает «Барс». 8 из 12 команд, набравшие в регулярке наибольшее количество очков, выйдут в стадию плей-офф, где продолжат оспаривание медалей в матчах на вылет. На сегодняшний день лучший бомбардир высшей лиги – это Федоров Афоня, команда миру. Но он выделяется своей игрой, все же опытный игрок, столько лет много отыграл за Зарю, за Алмаз Алроса играл. Так что он не конкуренции. На втором месте идет Рома Бондаренко, это Арктика. И третий – Бережного Ялда. Вот три футболиста, которые будут решать, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата города. А тем временем у огнеборцев Нижегородской области появился пушистый талисман. Трехцветный кот стал талисманом пожарной части в поселке Ковернино Нижегородской области. В части называют любимца по-разному, но все клички подбираются по пожарной тематике. Рукав, Тушнила и Лафет. В части утверждают, что трехцветный друг приносит удачу. С его появлением вызовов стало гораздо меньше. По словам руководителя подразделения Максима Кудрявцева, у кота есть свои должностные обязанности, а главное – поднятие боевого духа личного состава подразделения. Данный пожарный кот у нас появился в апреле 2022 года. Личным составом был обнаружен маленький котенок, который был в очень тяжелом состоянии, он еле передвигался, был истощен. Личным составом было принято решение, конечно, посоветовали сначала со мной, что делать с данным животным. Сказал, есть возможность, давайте мы его восстановим, если приживется, пусть живет у нас. Личным составом было предпринято очень много мер, чтобы его выходить, то есть и перебинтовывали, мазали, помыли, все, что можно было взять в ветеринарке, все процедуры были с ним проведены. В итоге, как вы видите, данный кот пришел в чувство, живет, радуется и радует глаз работников 140-й пожарно-спасательной части. Здесь у него есть спальное место, корзина, в которой он отдыхает перед началом следующего рабочего дня. За боевые заслуги пушистый пожарный получил почетную должность помощника руководителя части. Как положено, ему выдали униформу – шапку-ушанку, которую надевают по торжественным случаям. В апреле прошлого года работники бригады обнаружили на территории части истощенного котенка. Члены команды решили выходить зверька. Вскоре кот окреп, стал всеобщим любимцем и даже защищает часть от мышей. Как отметили в части, на ближайшем профессиональном празднике кота планируют наградить именной медалью. Точно не скажет о том, что у него лапки, и пошел работать. Вот такой вот замечательный кот. А я напоминаю, что, между прочим, друзья, коты и зайчики в этом году – это символ года. Если вы хотите немножечко прибавить удачи в своих делах и в жизни, то обязательно заводите этих пушистых. А что вы вообще слышали об эффекте Пигмалиона или Розенталя? Суть явления заключается в том, что наши ожидания обладают сильным воздействием на других людей и на нас самих, создавая определенную мотивацию и подсказывая, каким образом действовать. Так говорят ученые. А мечты, ожидания и предсказания обладают двойной силой. Кому не хочется уже сейчас узнать и заглянуть в наш еженедельный гороскоп? Быть может, в этом нам помогут звезды. Овнам предстоит активная и интересная неделя, когда энергичная и ответственная жизненная позиция поможет им добиться многого. В профессиональной сфере возможны новые проекты, особенно у тех, кто занят в политике, шоу-бизнесе или управлении. Большинство овнов смогут улучшить свое финансовое положение благодаря предприимчивости и последовательности своих действий.
Тельцам предстоит решение правовых, финансовых и профессиональных вопросов. Проявленная ответственность, твердость и основательность помогут с успехом закрыть и текущие бытовые вопросы, сделать действительно нужные приобретения, дать полезные советы своим близким. На работе возможны предложения от руководства занять более высокую должность. Близнецам предстоят перемены во многих сферах жизни. На работе появится возможность закончить какое-то давнее и вяло текущее дело, которое порядком изматывало близнецов. Некоторые получат предложение о смене работы. Что касается романтической сферы, то многие из вас примут решение прекратить отношения, которые давно исчерпали себя. Раки будут защищать нечто, что они создавали ранее с большим трудом. Это может быть все, что угодно. Бизнес, отношения, здоровье или система ценностей. Любые покушения на существующую стабильность будут восприниматься раками крайне негативно. В профессиональной сфере успешными будут те, чья деятельность связана с таможней, страховым бизнесом, банковской аналитикой или охранными структурами. Львы встретят начало недели в состоянии некоторой меланхолии, не очень свойственной представителям этого знака. Связано это будет с эмоциональной усталостью, избытком переваренной ранее информации. К середине недели настрой львов начнет улучшаться. Некоторые из них с увлечением и энтузиазмом возьмутся за те дела, которые вызывают позитивные эмоции. У Дев будет достаточно сложная неделя, когда негативное влияние Сатурна принесет застой в делах, размолвки с партнером, а также отсутствие легкости, беспокойства, сомнения или подозрения. Задержки в выплатах могут спровоцировать небольшой финансовый разрыв, и здесь самым разумным ограничить себя в тратах и перенести некоторые покупки на следующую неделю. Весам неделя принесет возможность избавиться от тех зависимостей, которые порядком мешают жить. Это могут быть как вредные привычки, так и нездоровые отношения. Не приносящая удовольствия или не имеющая перспектив работа также имеет большие шансы поменяться на более интересную и более оплачиваемую. Главная задача для весов – не бояться, верить в себя и в свои возможности. Скорпионы почти всю неделю будут находиться в родном для себя энергетическом поле. Любые происходящие экстремальные и непредвиденные ситуации будут только бодрить этот водный знак, а резкие перемены — наполнять энергией. Многие скорпионы поменяют место работы, а, возможно, и сферу приложения своих профессиональных навыков и знаний. Здоровье на высоком уровне до выходных дней будет поддерживаться адреналиновым всплеском. А вот субботу и воскресенье стоит провести дома, в тишине и спокойствии. У стрельцов наметится некоторая долгожданная свобода действий, которой в последнее время им очень не хватало. Отпустят тайные страхи и сомнения, которые терзали стрельцов, и некоторым они не могли поделиться с близкими людьми. Состояние здоровья улучшится, а какой-то внезапный успех воодушевит. Финансовая сфера будет стабильной, а возможность накопления дополнительных средств появится во второй половине недели. Козерогам неделя принесет душевный баланс, приятные эмоции и успешное завершение дел. Особенно эффективным этот период станет для козерогов, занятых в научной сфере, или же участвующих в каких-либо конкурсах, тендерах и соревнованиях. Есть все шансы получить первый приз, причем вполне заслуженно. Спад активности, который сопровождал водолеев на предыдущей неделе, достигнет дна в середине текущей. А затем начнется постепенный подъем, который будет сопровождаться повышением настроения, усилением интереса к жизни и окружающему миру. Улучшение эмоционального настроя самым позитивным образом скажется на здоровье водолеев, которые начнут забывать про свои недомогания самым волшебным образом. У рыб наступает период вдохновения, надежд и планов на будущее. В профессиональной сфере наметятся новые возможности для самореализации, для завоевания авторитета среди коллег и благосклонности начальства. В романтической сфере особенно повезет свободным от отношений рыбам. Новая взаимная влюбленность захватит представителей этого знака. Как показывают модные тенденции, этот сезон будет полон яркими идеями головных уборов, которые станут не просто завершающим образом аксессуаром, а поистине уникальным и функциональным акцентом любого женского аутфита. Самые актуальные модели женских шапок вы можете увидеть в сегодняшнем материале. Предлагаем пройтись по модным трендам и определиться с будущей обновкой прямо сейчас.
Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. И сегодня мы с вами поговорим про тренды на головные уборы. Конечно же, головные уборы в нашем с вами регионе – это очень важная часть образа. Потому что зимой мы всегда при шапке, летом у нас всегда есть панамка, кепка, которая прикрывает нас от яркого солнца. Поэтому без головного убора не обойтись. Как и какой выбрать этой зимой, сейчас я вам расскажу. Вместе с трендом на классные яркие головные уборы есть тренд на тепло и здоровье, поэтому всегда обращайте внимание на то, чтобы головные уборы плотно прилегали к вашей голове, закрывали уши и затылок. Тогда, конечно, это точно будет правильно выбранная шапка. А если серьезно, то, конечно, тренды бывают разные на любой цвет и вкус. А многие ориентируются на форму головы и форму лица, что тоже является правильным. Но сейчас, когда мы выбираем зимнюю шапку, конечно, обязательно обращайте внимание именно на посадку. Самая популярная модель, которая сейчас есть, это шапка-ушанка. Вспомним наше детство, классные шапки на резинке, сейчас все это вернулось. Именно в таких шапках будет здорово смотреться образ не только с шубой, также классно меховые шапки смотрятся с пуховиком. А если вы обратите внимание на мировые тренды, то увидите, что сейчас меховые шапки носят даже с купальником. Вот такой вот нынче тренд. Уже несколько лет одним из ведущих трендов является панама. Панамы бывают разные. Они бывают летние, весенние, осенние и, конечно же, зимние. В зимнее время вы можете выбрать панаму с дополнительными ушами, которая будет прикрывать ваше лицо и, конечно, сохранять тепло. Панама может быть разная. Меховая также выполненная из текстиля. Вы можете выбрать, опять же, любой комфортный для вас цвет, но один из базовых, конечно же, являются кремовые, коричневые, бежевые оттенки. Именно такой головной убор универсален по отношению к вашей верхней одежде, будет сочетаться с чем угодно, поэтому пробуйте разные цвета, ну и, конечно, базовый цвет – это всегда универсально и долговечно. Когда вы выбираете цвет головного убора, обращайте внимание на то, как он подсвечивает ваше лицо. Светлые головные уборы – это всегда удачный вариант для того, чтобы подсветить лицо и сделать его более свежим. Здесь у нас с вами кепка с длинными ушами. Это удобный вариант для осенне-весеннего сезона. Ну и, конечно, такой головной убор сразу задает стиль, это выглядит трендово и интересно. Также самый горячий тренд этого сезона – это капоры, чепчики и все возможные балаклавы. Именно такой головной убор я рекомендую выбрать тем, кто мчится за трендами. Такой головной убор, во-первых, сохраняет тепло, а во-вторых, очень стильно и круто смотрится. Вы можете сочетать его и с пуховиком, как с длинным, так и с коротким, скомбинировать с варежками или перчатками, или даже меховой муфтой. Такой головной убор бывает в совершенно разных цветах. Выбирайте именно тот, который, на ваш взгляд, более универсален. В зимнее время я рекомендую иметь сразу несколько вариантов головного убора для того, чтобы делать свой образ разнообразным. Балаклавы в тренде уже с 2019 года. Они с каждым годом трансформируются, видоизменяются. Если в прошлом году мы выбирали вязаные, интересные хендмейд модели, то в этом старайтесь выбирать текстильные варианты или варианты из экомеха. Во-первых, они идеально подходят для нашей с вами северной зимы, а во-вторых, это всегда стильно и универсально. Именно такая балаклава сохраняет тепло за счет кулиски, ну и хорошо сочетается с разными вариантами верхней одежды. То есть это может быть универсальный, как раз таки второй вариант головного убора на наши с вами зимы. Как не потеряться в изобилии трендов в наше с вами время? Все очень просто. Ориентируйтесь на свою индивидуальность, на свои личные предпочтения и на то, чтобы вещи, которые вы выбираете, сочетались с тем, что уже есть в вашем гардеробе. Головных уборов много. Выбирайте для себя именно тот, который подходит только вам и еще раз только вам. Всего хорошего. Пока-пока. А в Австралии мужчина стал единственным пассажиром самолета на рейсе Сидней-Фиджи. Он рассказал, что во время полета успел пообщаться с капитаном, а также получить много закусок и шампанского. Робби Аллен, пассажир, сообщил, что изначально очень удивился, когда зашел на борт один. Позднее самолет стал готовиться ко взлету, однако в салон так и не появились другие пассажиры. Сначала это было очень жутко, но потом удивительно. Просто жаль, что я еще не успел заплатить за бизнес-класс, рассказал Аллен. Во время полета к мужчине подсел капитан самолета, который лично с ним пообщался, а персонал принес единственному пассажиру шампанское и закуски. Аллен добавил, что чувствовал себя вип-персоной.
Это, конечно, здорово, когда ты в самолете один, и никто тебе не мешает, но в какой-то момент, мне кажется, было бы очень-очень скучно. Но этому пассажиру значительно повезло. Осталось только выяснить, почему другие пассажиры в этот день не отправились рейсом Сидней-Фиджи. Двигаемся далее, и Новый год для автомобилиста начнется с 1 марта 2023 года. С этой даты должно вступить в силу постановление правительства, которое устанавливает новые правила получения водительского удостоверения. Разбираемся, какие нововведения ждут водителей в этом году. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня обсудим с вами замену водительского удостоверения, что это совершенно не страшно. Итак, у нас все просто. Во-первых, мы не сдаем экзамен. Нам достаточно пройти медицинскую комиссию. Медицинскую комиссию можно пройти платно, любая водительская комиссия у нас проводится. Значит, получаем оттуда справку и готовим следующие документы. Это заявление о выдаче нового водительского удостоверения, паспорт или иной документ, удостоверяющий право, удостоверяющая личность, да, медицинское заключение наличия об отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством, российские национальные водительское удостоверение при наличии. Эти документы мы представляем в ГИБДД. Кстати, лучше захватить с собой документы об оплате государственной пошлины, чтобы было проще. Записываемся мы теперь с помощью госуслуг, да, то есть все уже ознакомились с этим замечательной платформой, да, записываемся и приходим, сдаем документы, и нам меняют удостоверение на новый срок. Просим обратить внимание, что с момента истечения срока водительского удостоверение считается недействительным. То есть, по сути, вы управляете транспортным средством в отсутствии водительского удостоверения. Там у нас уже другая система штрафных санкций, да, за управление транспортным средством без прав. Это нужно учитывать. Также просим обратить внимание, что действие российских национальных водительских удостоверений, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023, у нас продляется на 3 года. То есть можно их пока не менять. Конечно, срок формально истек, но по постановлению правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года данный срок продлен, но лучше, конечно, по возможности, если будет время, водительское удостоверение все-таки заменить. 92-летняя художница из Тбилиси создает уникальный полотна из бисера. Нелли Бирайя в 62 года открыла в себе особый талант. Она создает портреты из бисера и других камней. До 62-летнего возраста у нее даже не было навыков рисования. После создания эскиза Бирайя оформляет свои полотна бусинами, кропотливо выкладывая каждую деталь. Иногда на процесс создания одной картины у художницы уходит несколько месяцев. Прошло какое-то время, я лежала, читала журнал, и вдруг какая-то сила меня заставила встать. Взяла я бумагу, вырвала, это все происходило, знаете, как-то механически. И начал, простой карандаш взяла и начала рисовать. Как будто какая-то сила заставляет, знаете, вот. Когда закончила картину, я сама была в шоке, не верила, что это я нарисовала. Из материалов Нелли использует не только бисер, но также жемчуг и полудрагоценные камни. Чаще всего художница создает портреты различных, в том числе исторических личностей. Так она нарисовала грузинскую царицу Тамару и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Творчество художницы набирает популярность на родине и за ее пределами. Нелли уже создала около 100 картин, часть из которых подарила или продала, а также провела 18 персональных выставок. Творчество Нелли оценивается на самом высоком уровне. Она является лауреатом премии имени патриарха всея Грузии, святейшего и блаженнейшего Илии II. Вот такое интересное и замечательное хобби. Самое главное, что вся семья может в этом участвовать, и в каждой семье есть и интересные истории об артефактах, реликвиях, письмах и фотографиях, которые хранят память о близких или особых моментах жизни семьи. Зачастую такие вещи передаются из поколения в поколение. Сегодня в рубрике «История вещей» сотрудники Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии расскажут об уникальной коллекции, связанной с бытом русской деревни конца XIX века. Доброе утро, дорогие якутяне! Снова с вами Нерюнгринский музей. Сегодня я вам представлю предметы, которые были привезены нами из экспедиции
летом 2012 года. Эта экспедиция была организована в рамках акции «Арктика. Территория открытий», посвященная 365-летию открытия экспедиции Семена Дежнева пролива между Азией и Америкой. В этой экспедиции принимал участие директор музея Сергей Анатольевич Воробьев. Предметы, поступившие к нам в фонды, были очень уникальные. В основном они относятся к этнографической коллекции. Это предметы, которые отражают быт русской деревни конца XIX – начала XX века. В фонды музея поступило более 122 предметов. И с некоторыми из них я вас познакомлю. Это в основном предметы, которые передала нам жительница деревни Тиит-Арии Винокурова Евдокия. И были изготовлены они собственноручно ее отцом, потомственным ямщиком. Вот смотрите, такая палочка. Казалось бы, ничего в ней такого нет, но на самом деле это шаблон для плетения сетей. Гладко выструганная, с закругленным концом, и на втором конце вы видите два рожка, которые как раз и давали плести равномерно рыболовную сеть. Еще посмотрите, один предмет, тоже очень интересный, и, казалось бы, сразу и не поймешь, что это такое. На самом деле это тавро, то есть клеймо для клеймения крупного рогатого скота, когда на коже животного или на его рогах ставилось это клеймо. Гладко выструганная ручка и металлический прут, загнутый в определенном положении. Здесь мы видим закругленные два овала. Вот нужно было раскалить этот прут и затем уже на коже животного или на рогах сделать клеймо. А это клеймо уже давало знать о том, что это животное принадлежит именно этому хозяину и никому другому. Еще один предмет у нас тоже очень интересный. Не сразу догадаешься, что же это такое. На самом деле это не что иное, как сельскохозяйственное орудие, которое применялось при уборке сена. В сток складывали сено, и затем этой сечкой это сено разбивали. Длинная ручка до 1,5 метра и такой металлический, рабочая часть в виде металлического круга с острыми краями на концах. Сечка для того, чтобы измельчить сено. И вот у нас еще один предмет, очень интересный, поскольку в хозяйстве было очень много скота, лошади, коровы, быки, поэтому при забое шкуру обязательно обрабатывали. Затем из нее делали уже различные предметы. И это не что иное, как кожемялка. Кожемялка, которая тоже была изготовлена собственноручно. Чисто деревянное изделие прямоугольной формы, выстругана топором, и вы видите, здесь верхняя часть выдолблена в виде корыта, куда между ними помещена вот такая ручка шарнирно закрепленная, и на которой есть 12 зубцов. Вот с помощью этих зубцов и производилась обработка шкуры животных. Вот эти небольшие предметы, которые я вам показала, небольшая часть этих предметов и составляют как раз нашу этнографическую коллекцию. Желаю всего вам доброго. Мы начинаем совместный проект со смарт-библиотекой города Якутска по финансовой грамотности для детей «Финансики». Каждую неделю в нашей рубрике «Простым языком» о деньгах, истории происхождения рубля, семейном бюджете и финансовых целях будут рассказывать Бельчата, Белла и Проша. Тема сегодняшнего выпуска – что такое деньги и зачем они нужны. Мама, а ты куда-то идешь? Я иду в магазин. Мама, что ты достала из сумочки? Еще одну маленькую сумочку? Нет, дети, это не сумочка, это кошелек. В кошельке хранятся деньги.
А что такое деньги? Деньги – это то, на что можно обменять товар. Например, я сейчас пойду в магазин, из полок магазина возьму сладости, которые вы любите. Сладости – это будет товар. Отнесу товар на кассу и расплачусь деньгами по цене, которая указана на товаре. Цена товара – это то, сколько денег я должна отдать за сладости. Так я покупаю для вас сладости, обмениваю деньги на товар. Деньги нужно тратить разумно, так как они могут закончиться, и их не хватит на все то, что вы хотите. Одна из важных родительских задач – дать детям полное воспитание. При этом родители часто не пытаются научить ребенка обращаться с деньгами, развивая в нем плохие финансовые привычки. Жить непосредством, любовь к долгам. Избежать этого, по мнению психологов, помогает финансовая грамотность для детей, которую нужно осваивать еще до школы. Более подробно на эту тему мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Алена Николаевна Шкулепа, системный семейный психолог. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте сначала разбираться, зачем ребенку нужна финансовая грамотность. Для того, чтобы самореализоваться. Она точно нужна? Однозначно она нужна. Ну, смотрите, для того, чтобы реализоваться человеку, ему нужно удовлетворить свои базовые потребности, правда? Да. А базовые потребности – это что поесть, где поспать, как чтобы было тепло, одеться. комфортно. Как красиво одеться – это уже другая часть. Одеться, хотя бы не замерзнуть. Для этого нужны деньги. И если человек полжизни занимается тем, что он обеспечивает только базовые потребности, то самореализоваться он практически не может. Угу. С какого возраста нужно ребенку учиться обращаться с деньгами? Ну, по большому счету, вот как родители решат, так и можно. Но в целом для более-менее осознанного использования денег хорошо бы это лет с 6-7 уже начать делать, для того, чтобы ребенок потихонечку к подростковому возрасту уже научился этими деньгами управлять. А в каком возрасте уже можно давать деньги на карманные расходы? Я думаю, что вот как раз с этого возраста совершенно спокойно можно, потому что, во-первых, у детей есть потребность что-то себе купить. Во-вторых, очень хочется то, чего хочется у друзей или в детском саду, или в школе. Поэтому можно уже с этого возраста и давать. Все зависит от того, какой размер этих карманных денег дают родители. Вот это достаточно важный момент, потому что здесь важно высчитать, сколько ребенку действительно нужно вот на какие-то мелочи. Потому что некоторые родители грешат тем, что они дают очень большие суммы. Естественно, к подростковому возрасту аппетиты очень сильно возрастают. Или, например, дают слишком маленькие суммы, которые не позволяют ребенку удовлетворить какие-то чупа-чупсы и все, что с этим связано. Ну и, соответственно, от этого ребенок тоже может пострадать. Поэтому в среднем высчитайте, сколько в неделю нужно ребенку, и давайте. А как лучше всего посчитать? Потому что есть такие дети, которые им вроде бы даешь на те же самые школьные обеды дополнительно купить что-то в буфете, он их складывает, ну просто хочет для того, чтобы что-то накопить. Другой ребенок сколько есть, столько и потратит. Вот здесь вот замечательную вещь вы сказали. Дело в том, что карманные деньги – это деньги, которые даются ребенку на его собственные нужды. Туда не входят школьные обеды. Школьные обеды, проезды и все остальное – это обязательные расходы, которые несет родитель за ребенка. Если мы хотим научить ребенка финансовой грамотности, то сначала ему даются деньги на его личные расходы, все остальное родители дают дополнительно. Затем постепенно, со временем, когда ребенок становится взрослее, эти обязательные расходы входят в общую сумму для того, чтобы он, получив какую-то денежку, сначала распределял на обязательные расходы, ему нужно ездить, нужно кушать, нужно еще что-то делать, а все остальное он уже может тратить, как ему хочется. Может складывать на покупку чего-то важного, а может совершенно спокойно пойти и угостить весь свой класс какими-то вкусняшками. Так тоже дети любят делать. То есть это уже, в принципе, идет начальный урок финансовой грамотности, когда ты даешь 100 рублей, говоришь, это только на проезд и на обед. Другие 100 рублей – это тебе куда захочешь, туда и потратить, как захочешь, распределишься. А вот многие родители, они используют метод поощрения. Убрался, получил хорошую оценку, выполнил какое-то задание. Насколько этот подход правильный? И какая сумма не испортит ребенка? Давайте немножечко разделим. Дело в том, что любая сумма, которой оплачиваются обязательные действия или обязательные какие-то мероприятия, она испортит ребенка. У вас отношения все-таки построены на детско-родительских, а не на финансовых. Поэтому деньги даются ребенку для того, чтобы он научился ими пользоваться, а не в качестве поощрения.
Вот и все. Если мы ребенку платим за оценки или за уборку, мне просто интересно, какой счет ребенок где-то лет в 16 выставит за то, чтобы там, я не знаю, младшего брата отвезти в детский сад. То есть это вот, честно говоря, путь в ад. И это не учит финансовой грамотности, это учит заниматься накопительством, может быть, либо учит тому, что ребенок понимает, что в любом случае эти деньги будут. Ну, я немножко постараюсь. И потом, когда эта финансовая мотивация перестает быть важной, а у любого человека финансовая мотивация всегда работает на очень короткий период времени, потому что мы все хотим отдыхать, развлекаться, чего-то еще делать. И тогда, ну, что тогда делать родителям, когда мотивации уже никакой нет? Моральная не работает, а финансовая не удовлетворяет. Это опасно. И что делать? Ничего не делать. Есть обязательные правила, которые ребенок должен выполнять. Да, ребенок должен учиться, ребенок должен выполнять домашние обязанности. О каком финансовом поощрении вообще может идти речь в этом смысле? Никаком. Ничего не делать. Есть деньги, которые вы даете ребенку на его удовольствие. Это не зарплата. Это деньги для того, чтобы он научился. А есть его обязанности, которые он бесплатно должен выполнять, просто потому что так положено. В каком возрасте и как ребенка научить уважительно относиться к тому, что родители зарабатывают, и эти деньги не всегда даются просто? Как правильно объяснять, что все имеет свою ценность, те же самые игрушки, которые теряются, или одежда, которая рвется тут же, выходя из дома? Это очень важный вопрос. Вы задали, я вам отвечу на него так. Вот именно тем, что вы учите управлять ребенка деньгами, вы его и учите эти деньги ценить. Дело в том, что когда мы просто так детям что-то покупаем, что-то даем, или мы вводим правила, а потом эти же правила финансовые очень активно нарушаем, ребенок совершенно ничему не учится. Если мы начинаем заниматься лекторской деятельностью и объяснять, посмотри, как тяжело, ребенок тоже это не может воспринять, просто потому что у него нет опыта, через который он может понять, оценить важность. Водите его на работу, показывайте, как деньги зарабатываются. Сходите с ним в магазин и не просто тратьте, а обсуждайте с ними, смотри, сколько это стоит, как это вообще выглядит и так далее и тому подобное. Вот ребенок через это будет понимать. А просто лекции читать «мам тяжело работает», а ребенок ни разу в жизни не видел, как она это делает. А ты вот, значит, такой нехороший человек, тут не ценишь. Это скорее обвинение и совершенно не имеет отношения к финансовой грамотности, уж точно. Что касается каких-то семейных негативных установок, кто-то в семье, особенно люди 90-х, родители, которые выросли в 90-х, у них, в многих из нас в голове сидит, что деньги – это зло, деньги честным путем никогда не добываются, значит, кто-то ворует, приворовывает. Вот как с этим бороться и ребенку дальше это не привнести? Ну, начнем с того, что про это не надо говорить. Просто. У нас же как установки? Установки через некие фразы, которые мы говорим, и еще их и доказываем, и, естественно, через действия. Ну, просто про это говорить не надо. А потом деньги – это не зло. Деньги – это способ получения чего бы то ни было, а не самоцель. Мне кажется, все гораздо в этом смысле проще. Если вы думаете так, то ваш ребенок тоже так думать будет. Вы его тем самым ограничиваете. Вот и все. А как научить своего ребенка нести ответственность за свои финансовые траты? Тем, что вы не спрашиваете у него и не контролируете его финансовые траты. Как ни странно, очень часто родители что делают? Вот они там дали 100 рублей, условно говоря, и потом начинают активно его увещевать про то, что эти 100 рублей нужно потратить на очень-очень важное дело, тем самым не давая ему совершить ошибок. И тем самым, когда он совершил ошибку, что еще некоторые родители делают? Вот он, ребенок совершил ошибку, ругают, потратил на что-то, они его отругали и тут же дали, компенсировали ему эту денежку. То есть он не ошибку не совершил, а если совершил, то и последствия от этой ошибки не получил. То есть он не получил никакого урока. Основные правила воспитания – это правила и последовательность. Если вы вводите правило, что вот смотри, я тебе даю 100 рублей, на что ты потратишь, в принципе, ну, там, в рамках законодательства и приличий, это твое собственное дело, я это не контролирую, что хочешь с этим, то и делай. И ребенок научается, но при этом, когда он говорит: ой, мам, знаешь, я потратил вот на какую-то вот ерунду, а ты бы мне не добавил, ну, слушай, подожди, мы с тобой договаривались, да, то есть следующий транш будет позже, поэтому терпи, дорогой. Еще очень здорово учить детей финансовой грамотности через, например, обучение займом и кредитом, как бы странно ни звучало. Хочет вот ребенок чего-то большое, серьезное, окей, я тебе рассказываю, как это происходит, каким образом ты будешь мне возвращать из своих карманных денег. И здесь очень важно, чтобы родители не сорвались и не такие: ах, ладно, мы все так
не надо мне ничего, уже не отдавай, детешечка же моя. Ребенок опять через это ничего не учится. Более того, вот наша любимая история с закредитованностью, она в том числе от финансовой безграмотности происходит, потому что люди не очень понимают, вот ты сейчас это счастье получил, а потом тебе за это счастье еще отдавать и мучиться. Надо очень сильно еще подумать, надо ли вам это счастье. И ребенку вот, окей, я тебе займу, не дам, займу, а ты мне это будешь возвращать. Естественно, на более-менее комфортных условиях для ребенка мы затем прописываем, можно даже поиграть, договор составить, там, расписаться и так далее. И самое главное, следить за исполнением. Большое спасибо, Алена Николаевна. Это действительно очень интересно и полезно для многих родителей. Да это просто даже для взрослых очень полезная информация. Спасибо, что вы в это утро пришли, спасибо. нашли время рассказать нам об этом. А я напоминаю, что у нас стартует новая рубрика совместно со смарт-библиотекой города Якутска. Мы будем каждую неделю учить вас финансовой грамотности с помощью мультиков «Финансики». А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Все, спасибо большое. Доброе утро! В эфире новости. Владимир Путин поручил до 15 июля ввести должность врача-стажера. По поручению президента Минздрав должен обеспечить законодательно ввод должности врача-стажера в России. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях прежде всего первичного звена здравоохранения. Должности врача-стажера, позволяющие ординаторам, начиная со 2-го года обучения, в клинической ординатуре работать по получаемой специальности, говорится в сообщении. Ответственным за исполнение поручения является министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Щепкинском театральном училище показали дипломный спектакль студентов якутской студии. Комедия «Шоколадный солдатик» по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Оружие и человек», поставлен на якутском языке педагогом по актерскому мастерству, народной артисткой России Тамарой Лякиной. Автором перевода текста на язык саха стала Лена Тимофеева, куратор курса, сотрудник Саха Академического театра имени Аюнского. Студенты из Якутии представят на суд зрителей и педагогов всего 6 дипломных работ. Из них выпущено 3 постановки: «Гроза Островского», «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Шоколадный солдатик» Бернарда Шоу. У нас замечательный курс, потому что нас отбирали со всех улусов. Мы сразу познакомились и нашли общий язык. Мы всегда держимся вместе, что бы ни случилось и что бы ни произошло. Вот, поэтому, как мне кажется, мы самый дружный курс и любим друг друга. Я считаю, что ребятам вот этого курса очень повезло. В чем? У них педагоги все, что называется, рабочие лошадки. Мы все актеры. Актеры действующие. Когда играющий тренер, это совершенно другое. Они ходят в театр, они смотрят, как мы работаем тоже. Это тоже очень важно. Мы все разные, но мы проповедуем одно и то же. От системы Станиславского мы не отходим, но мы каждый привносим что-то свое. Ленские баскетболисты готовятся к республиканским соревнованиям. Секция баскетбола базируется в спортивном комплексе «Карат». К концу прошлого года здесь закончили масштабный ремонт. Он длился более 4 месяцев. В спортзале утеплили стены, полностью заменили полы. Отремонтировали кровлю, тренерские, душевые, подсобные помещения, окна и двери. На ремонт учреждения из бюджета Ленского района выделили 18,5 миллионов рублей. Все секции в спортзале по-прежнему остаются бесплатными. Дополнительно здесь планируют открыть секцию кроссфита и расширить секцию настольного тенниса. Дети тренировались на старом паркете, ремонта здесь не было 20 лет, стояли заплаты, сейчас все довольны. В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для российских спортсменов. 25 января Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе. Напомним, что 28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям. Летние азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин азиатские игры станут квалификацией на Олимпийские игры 2024 года в Париже. На этом все. Хорошего дня!
Завершился первый конкурсный тур проекта «Танцуй». Накануне участники показали бальную программу. По итогам оценок жюри 2 пары стали кандидатами на выбывание. Иван Касанов и Анастасия Никитина, Владимир Иннокентьев и Ольга Павлова ждут вашей поддержки. Проголосовать за Ивана и Анастасию можно, отправив СМС на номер 5533. В тексте сообщения пишите «Танцуй 11». Это пара Иван и Анастасия. Проголосовать за Владимира и Ольгу можно также по номеру, отправив СМС на номер 5533. В тексте пишите «Танцуй 12». Голосование завершится 3 февраля в 20:00 по местному времени. Смотрите проект «Танцуй» и обязательно голосуйте за своих фаворитов. Ну и, конечно же, помогайте им. Чем дольше, тем лучше продержаться в этом замечательном конкурсе. И напоминаю, что каждое воскресенье в 18:00 на телеканале «Якутия-24» вы можете посмотреть новые концертные номера всех участников, а также проголосовать за понравившуюся пару. Прямо сейчас, друзья, предлагаю вам узнать, какая же у нас погода за окном. По данным якутского ГИС-метео, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 47-52 градуса, в заречной группе 46-52, южных 36-38 мороза. В Вилюйской группе 36-47, в Нижнеленских 42-48, в западных 32-43, ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 28, минус 45, в Янских минус 44, минус 50, на северо-западе минус 33, минус 47 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 47 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба «Штиль». Актированный день объявлен для учащихся с 1 по 5 классы в городе Якутске. В течение дня синоптики обещают день без существенных осадков, туман, ветер северный с порывами от 1 до 3, днем минус 42, минус 44 градуса. На этом наш эфир подошел к концу. Желаю вам плодотворного дня, отличного понедельника. Увидимся завтра.